Когда вдали от родины не спится, тоска сжигает душу, как пожар. Тогда к тебе лечу я, словно птица, любимый мой навеки Сыктывкар. Под солнцем снег так радостно искрится, и дышится особенно легко, когда с тобой, родимая столица, в сердцах бушует радость и огонь. Сколько народу собрали? Да, давайте народ, ничего. Ну, смотрите, сколько желающих! Ура! Открываем! На церемонии открытия парка имени Кирова после летней реконструкции. Кировский парк в Сыктывкаре на сегодняшний день является одним из самых посещаемых и достопримечательных мест в городе. Это одно из любимых мест для отдыха ни одного поколения сыктывкарцев. Здесь можно погулять под зелеными кронами тополей, полюбоваться на Сысолу и совершить спортивную пробежку. Для маленьких горожан есть игровые площадки с разными мини-каруселями и аттракционами. Современный Кировский парк – это обновленный, уютный и зеленый уголок нашего города, на территории которого много общественных и спортивных сооружений. Слово предоставляется временно исполняющему обязанности главы Республики Коми Сергею Анатольевичу Габликову. Добрый день, дорогие жители Сыктывкара, гости нашей столицы. Сегодня у нас действительно очень приятное мероприятие. После реконструкции открывается наш удивительный Кировский парк. Это излюбленное место сыктывкарцев. Здесь, конечно, приведено в порядок больше места, чем, может быть, было раньше. И я думаю, что все те, кто сегодня захотят покататься на роликах, погулять с детьми в комфортной обстановке и, конечно, просто прогуляться, сегодня будут иметь все эти необходимые условия. Дорогие друзья, мы в прошлом году приняли решение, что, конечно, Кировский парк нужно привести в порядок. И вместе с администрацией города сделали все пока от нас зависящее с тем, чтобы сделать первый шаг и к Дню Республики предоставить вам такую возможность, с тем, чтобы здесь можно было и заниматься спортом, и комфортно находиться в любое время дня и ночи. Поэтому, дорогие друзья, пользуйтесь отреконструированным Кировским парком. Пусть он становится все больше излюбленным местом не только сыктывкарцев, но и гостей нашей столицы. И, конечно, хотел бы поздравить с наступающим праздником 95-летия республики и сказать, что в республике с годом будет, с каждым новым годом, все больше и больше таких замечательных, удивительных и очень комфортных мест для наших жителей. Поэтому в добрый путь наш дорогой, любимый Кировский парк. Ура! Конечно, главным стимулом для того, чтобы эта работа состоялась, был наш временно исполняющий главы, который в мае месяце вызвал и сказал: в общем так, сыктывкарцы ко мне, то есть к нему, обращаются с тем, что есть парк, а в парке бардак, надо там навести порядок. Я говорю: Сергей Анатольевич, денег нет. Он говорит: ну, кредит возьмешь? Мы взяли кредит, и задание главы по просьбе уважаемых сыктывкарцев выполнено. Поэтому я всем нам желаю, чтобы парк наполнялся детским смехом, радостью, желанием здесь встречаться, влюбляться, целоваться, танцевать. Я думаю, что сегодня это всего лишь маленький штрих к улучшению нашей жизни. И я верю, что все у нас будет хорошо. С праздником! Спасибо, Андрей Николаевич.
Я придумал просто траву покрасить. Я говорю, что тоже так хочу. Вот здесь. Вот это же сплошная дорога. А это как раз в Сочи мы так делали. Мы как раз засевали и гидропосевом забивали. Он моментально встает. Просто ровно трава. У нас остались может быть, это рукавой одежды был, Здрасте, ребята. танцы и так далее. Спасибо за парк. Не, мы еще не закончили. Мы вот смотрим, как все сделали. Ну как, вам нравится? Нравится. Да я только иду, вот бегу. Ну, видите, как бегите здорово. там еще. Ну, бегите на доброе здоровье. Ой, спасибо. Спасибо вам за парк. И И почаще. почаще Что-нибудь такие парки делать. получше. Да все будем Да делать. еще в орбите что-нибудь некуда выйти. Сделаем, Вот, сделаем. вот мы оттуда идем, я, например, сюда приезжаю. Просто отдохнуть. По молодости. На доброе здоровье. Спасибо. Всего вам Всего доброго. И чтобы все у нас в республике и в России было отлично. Так и будет. Спасибо. Это наша страна. Потому что она в черне будет сделана, а потом уже основу. Ну, вернее, там. Не, ну это понятно, надо сделать пешеходную зону, там, чтобы люди выходили, чтобы были парапеты, чтобы можно было выйти, полюбоваться на реку, подсветка, чтобы была, понимаешь, скамейки, конечно. Дурацкое наводнение, уже... Слушай, ну, хреновому танцору всегда что-то мешает, понимаешь? Ну что тут Я можно вот сказать? уже зарекался, значит, как только я начну что-нибудь заранее радоваться, это как вот на охоте. Прицелился в глухаря, думаешь, И ну думаешь, всё. все, он повалит. Да, да. он все мой, ты обязательно промажешь, так и здесь. Обещали открыть все-таки прямо ближе к юбилею республики. Почему выбрали именно сегодняшнее число? Почему 16-е? Ну, 16-е, во-первых, все осуществить в один день, там, в день юбилея, наверное, невозможно, очень много мероприятий. Но сегодня для Сыктывкара, наверное, тоже очень важный день, потому что сегодня Сыктывкар защищал свою стратегию развития на ближайшие 5 лет. Поэтому вот по окончанию нашей защиты, а мы считаем, что она прошла успешно, мы открываем сегодня парк, потому что он же городской. Андрей Николаевич, расскажите вкратце, что уже удалось сделать, открыться, что планируется сделать? Если в целом говорить по городу, Не, по парку. по парку, ну, вообще-то, на самом деле, мы рассчитывали, значит, привести парк в историческое состояние, не с точки зрения разрушенности, а наоборот, привести в порядок то, что было изначально нашими, так сказать, предками задумано и сделано. Вот. Поэтому практически все дорожки, которые были здесь в парке, значит, абсолютно они снялись, их переделали, сделали в соответствии с технологией, значит, основу, заасфальтировали. Значит, мы оставили несколько открытых площадок, пока не знаем, что там разместится. Может быть, у нас там появится танцевальная площадка, а может быть, еще что-то. Значит, поэтому это даже на откуп горожан, пусть свои предложения выскажут. Значит, у нас здесь вот появится карта города, значит, Сыктывкара. У нас еще мы собираемся добавить сюда спортивную площадку, потому что она здесь традиционно была, и в связи с ремонтом мы просто вот то ржавое сооружение снесли. Вот, там осталось несколько буквально, так сказать, брусья такие старенькие и так далее. Значит, здесь будет новая площадка. Мы немножко добавим объектов на детскую площадку. И, в общем-то, парк, наверное, останется вот сегодня, на сегодняшний день, в таком виде, в каком вы сегодня видите. Конечно, мы хотели открыть его несколько пошире, потому что вот мы забор специально сняли, чтобы можно было себе представить, что там дальше газон, что там дальше лестницы, спуск к будущей набережной. И по большому счету, если бы вот не пятничная наша стихия, то вы бы, конечно, увидели парк без забора, совсем без забора.